Крымские татары выплеснули свои эмоции накануне выборов. 28 марта в Симферополе в окружении целой армии правоохранителей они вновь требовали гражданства и избирательных прав. А в день выборов их протест демонстрировался в форме немногочисленных пикетов у избирательных участков, в которых стояли те, кому не дали возможности проголосовать. У меня нет гражданства. Я живу здесь с 92 года, и меня не считают за человека. Но отношение к нашим татарам невозможное. Над нами смеются, знаете, тихое издевательство это. Тут есть женщина, вот она говорила передо мной, чтобы эта женщина устроилась на работу, нам нужно было взять председателя колхоза здесь в заложники. И она вот на этом собрании при нас, она подписала заявление, чтобы эта женщина могла устроиться. У нее 3 детей. Это им надо кормить. Ни муж, ни жена не работают. Это наши житейские проблемы, это наша жизнь. И пора уже это прекращать. Сколько можно над татарами издеваться? Я не понимаю, почему меня лишают права высказаться там, допустим, или заголосовать. Я живу здесь уже 12 лет в Крыму. И на сегодняшний день сказали, что я не имею права голосовать. Почему? Вот я задаю себе такой же вопрос. Почему я не могу голосовать? Когда мы голосовали за президента, нас всех приглашали, все мы голосовали. А как стали теперь голосовать, допустим, ну, также за депутатов наших, нам сказали, что мы не имеем права голосовать. Вот это. 4 года назад все депортированные, граждане и неграждане, голосовали за своих представителей в специально образованных национальных округах. Благодаря этому и работало в Верховном Совете Крыма 14 депутатов крымских татар и по одному от немцев, греков, армян и болгар. Теперь национальной квоты не существует, и при условии, что крымские татары, имеющие право голоса, составляют 6% от всех избирателей, в лучшем случае они могли рассчитывать на 4-5 своих представителей в местном парламенте. Не получили ни одного.